Добрый вечер. В эфире Prime на АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы и беседуем с наиболее значительными, на наш взгляд, людьми. Сегодня у меня в студии гость, появление которого со мной в студии я ждал очень долго, как-то не складывалось. Хотя я этого человека полюбил еще тогда, когда и знать, и он про меня не знал. И я только узнал, что это мой гость стал жертвой репрессий из-за поддержки именно крымских татар. Ну, долго мучить не буду. Это Микола Семена, журналист крымский, который, к счастью, не в тюрьме русская, а сейчас здесь с нами в Киеве. Как вам живется здесь, Микола? Ну почему не знал? Я вас знаю с московского комсомольца. Я читал ваши материалы на сайте московского комсомольца и тоже обратил внимание на такую патриотическую крымско-татарскую позицию, на любовь к Крыму, на желание бороться за то, чтобы Крым не унижался и развивался нормально и так дальше. Поэтому мы просто давным-давно Я знакомы. польщен. Спасибо большое. Ну, А мы, еще зрителям поясню, мы вообще с Миколою очень скучные люди. Мы газетчики, мы вообще никогда в жизни не планировали ни на каких телевидениях. Тут, оказывается, вот, это жизнь заставила. Вот. А так мы, ну, конечно, Микола значительно опытнее и старше меня, вот, но, в принципе, одного поля ягоды. Все мы такие жуки, которые сначала на печатных машинках, на компьютерах тихо что-то делали, и в итоге вы стали для России врагом, экстремистом, когда поддержали экономическую блокаду Крыма в 2015 году начавшуюся. И вот сейчас выясняется из подробностей разговоров Медведчука с кремлевскими деятелями, что именно эта блокада была тот, который вы поддержали, страшно нервировала Кремль, и мы очень сильно ее несли, это был серьезный удар по политике России и на украинском направлении, в том числе и с Донбассом прекратилась потом вот эта угольная афера, там, торговля и так далее. То есть мы сами этого не знали, и вы тоже этого не знали, но, оказывается, это было серьезной костью в горле у русских. по проблемам блокады я хотел бы рассказать одну историю. Я работал в Крыму журналистом и в 90-х годах, и я отлично помню, и я об этом еще много писал, когда Мешков планировал отсоединение Крыма от Украины, и когда в Крым приехало правительство Сабурова, и они все это мутили, эту воду, для того, чтобы присоединить Крым к России и отсоединить его от Украины. Но был один момент, который их очень сильно сдерживал. А именно, Мешков говорил, что как только мы присоединимся к России, Украина отключит нам газ, Украина отключит нам электроэнергию, Украина перекроет нам воду, значит, и так дальше. То есть эту опасность тогдашняя власть Крыма, они осознавали еще с 90-х годов. И разрабатывали уже тогда какие-то методы, смешные, правда, чтобы преодолеть, значит, эти все ограничения и действия Украины против аннексированного Крыма, так скажем. Вот. И Мешков планировал, и тогда об этом широко рассказывал, кстати, такие довольно смешные действия. Например, он говорил, что если нам Украина отрубит электричество, то вот на северных морях у России много списанных подводных лодок с ядерными установками. Да. Вот. Нужно будет притянуть эти ядерные лодки и восстановить по периметру Крыма, запустить ядерные реакторы, соединить это все в единую энергетическую систему. И таким образом, тогда, в 90-х годах, Мешков планировал решить проблему электроснабжения Крыма. Он говорил, что если нам Украина отрежет воду, то у нас есть много танкеров, и мы будем в Краснодаре наполнять их, в Краснодаре и там будем наполнять их пресной водой, построим в Ялтинском порту и другом порталы, и эти танкеры будут подсоединяться к системе водоснабжения, да. И по трубам будем разгонять эту воду по всему Крыму. Какой деятель был стратегический. Это такое придумал. Да, но насчет газа он тоже говорил, что он не думал, что это снабжение газа с Азовского моря, из Черного моря, из шельфа тоже будет прекращено, и поэтому он тоже собирался возить газ с газгольдерами в Крым. И вот я теперь думаю, вот и когда я писал этот материал, значит, за который меня преследовали, который назывался «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма». Помню его, да. Вот.
то там есть такая одна мысль проведена о том, что если бы Украина блокировала Крым сразу же после аннексии, то есть вот 18 марта они подписали соглашение о Да, присоединении, всё. и приехал Константинов и Аксенов и, и Севастопольский начальник, приехали назад в Крым, а тут Ни света, ни воды, ничего. да. Вот. И тогда бы это подействовало, я думаю, более отрезвляюще на них, чем дальше. И тем более, что они к этому не были готовы. Украина же протянула столько времени, что У вас крымчане есть, успели да, у вас подготовиться, есть успели версия личная, воспользоваться. почему с момента начала оккупации до момента начала блокады Крыма прошло 1,5 года? Почему? Ну, я думаю, что здесь сыграли роль несколько факторов. В первую очередь, конечно, было осознание того, что это украинская власть, а в Крыму остались украинские люди. Мгм. И, конечно, нужно иметь определенную политическую смелость, чтобы заявить, что мы отрубаем Крым от всех ресурсов, а вы там, украинцы, как хотите, так Да, мы и это часто переживайте. слышали, Хотя да, мы, что наши да, граждане там вот это наши все, граждане, да. да, хотя, насколько я знаю, и я, как украинец, на то время живший в Крыму, и многие из украинских объединений, многие Да мои вы коллеги были блокаду. говорили, да, что мы потерпим. Конечно, и наши говорили. Наша задача создать как можно более неудобств Конечно. оккупантам и так дальше. И поэтому мы согласны были терпеть. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, политическая нерешительность. Вот. С третьей стороны, действовали, конечно, и какие-то меркантильные соображения насчет того, что, конечно, можно электричество не отрезать, а продавать. Там, И на это, там по 600 фур стояло на и этих на трех. этом зарабатывать. Да. Мороженое львовское И на везли, этом тернопольское, зарабатывать. там что только не везли. Да. Вот. И снабжение тоже, значит, вот когда Мешковский период, когда говорили, что вот Украина снабжает с Херсонской области всеми и овощами и всем остальным, и вся Украина везет в Крым, и Крым сам не проживет. Вот. Ну, Мешков собирался возить все это кораблями из России и так дальше. И уже позже у него родилась мысль о строительстве Керченского моста. Только после этого, значит, с 90-х годов, только после этого началась вот последняя эпопея строительства моста того. Но дело в том, что эта идея строительства моста, она претерпела несколько таких глобальных изменений. Сначала планировали построить там небольшой какой-то мост, потом побольше. Вот, потом во времена Гриценко и Плакиды планировали вообще местными силами построить там мост с двумя проезжими полосами для автомобилей и одной колеей для железнодорожной колеи. До этого уже дошло, потому что построить большой мост, конечно, своими силами Краснодар и Крым не могли. Вот. А что касается того, что разрабатывался тот генеральный проект, так это было очень такой прогрессивный проект, которого Крым лишился из-за того, что Россия решила строить вот такой мост, как они построили, по своим старым технологиям и так дальше. Планировалось как? Когда разрабатывался этот проект, когда он варился среди аналитиков, среди экспертов, то вышли на ту идею, что вот если взять глобус, да, и одну иголочку воткнуть там, где Лондон, а другую там, где Дели, да, и протянуть через них нитку, так на карте вот это искажено, а на глобусе это будет ровная линия, которая будет проходить через Крымский полуостров. Вот так шел известный телеграф Лондон-Дели. Линия этого телеграфа. Там на Керченском полуострове, кстати, до сих пор остались еще остатки этого телеграфа, где он пролегал. Вот. Так вот это оказалось бы самый удобный транспортный коридор из всей Западной Европы, включая Великобританию, Францию и все западные страны, европейские, через Украину, через Керченский полуостров. А когда это часть вот этого пути большого, Да, это и одно. в Южную Ну а Азию. сейчас в условиях оккупации это просто упирается в рынок Симферопольский, Да, этот мост. Все. я же в Южную Азию. Вот тогда, и притом для строительства этого моста предполагалось создание специального консорциума международного, в который могли войти 60 стран со всеми своими финансами, товарами, со всеми своими
со всеми своими методиками строительства и с современными технологиями. И если бы так был построен Крымский мост, так это было бы совсем Так это совсем по-другому, другое, это конечно. другая жизнь. Да. Это не войны, не агрессии, не Да, оккупации, а совершенно. развитие. Это был бы Да. объект, который бы объединял фактически полмира, Да. с одной стороны. С другой стороны, он бы построен был совсем по-другому. И давал бы Слушайте, совсем как, другие Микола, результаты. когда-то Карасу-Базар стоял на Великом Шелковом пути. Да, И Крым был да, транзитом, он да. так устроен, что это Вот транзитный... много говорили о возрождении Великого Да. Шелкового пути, Карасу-Базар, Феодосия там, и так Мгм. дальше. Вот. Но что ж, дальше слов, пока здесь задействована Россия, дальше слов и прожектов, я думаю, дело не будет идти, потому что у них в первую очередь доминируют идеи превосходства, Конечно. идеи войны, значит, идеи захвата чужих территорий и так дальше. Хотя это большая, ну, и ресурсная, и большая философская ошибка, поскольку в 21 веке не территории решают развитие А страны. кто вам сказал, что русские живут в 21 веке? Например, Япония. У нее сколько мало земли. Да? Но Япония делает и выпускает такие товары, которые Россия никогда уже в своей жизни выпускать не будет. Несмотря на то, что у России территория от Калининграда до той же самой Японии. И на этой территории, кроме вывоза ресурсов, кроме добычи ресурсов, вот, и кроме вывоза их, кроме спекуляций на этих ресурсах, идеи в России дальше не идут. Скажите, Микола, а вы вы же всю жизнь, хотя вы не крымский человек, но вы всю жизнь проработали в Крыму журналистом, почти На всю жизнь. 30, больше 30 Да. лет я был Вы все журналистом это в Крыму. наблюдали, вы все это видели. Вот и Мешковщину, и все эти и Тузлы, и все-все-все, да? Был ли шанс за время независимой Украины сделать так, чтобы Россия из Крыма убралась и на него не покушалась? Я думаю, что, не знаю, как шанс, но возможность такая была. Но тут вступают в действие несколько вариантов. Ну, во-первых, приверженность Украине идеям демократии. Сдавалось, то есть казалось тогда, что ну как, это демократическая страна Украина, как она может выживать этих россиян из Крыма, Братьев, значит, тем как, более. да, как их выгонять, значит, как это их депортировать, значит, и так дальше. Вот по своей сущности гуманитарная Украина не могла пойти на такой шаг, с одной стороны. С другой стороны, Украина, конечно, предвидела, что если начнется хотя бы что-нибудь маленькое, какие-то поползновения насчет того, что российское влияние в Крыму слишком сильное, и оно не должно таким быть, то Россия, Москва, вернее, подняла бы такой шум, как они поднимают против того, что вроде бы русский язык где-то дискриминируют и так дальше. И, конечно, Украина не хотела этого шума, не хотела этих скандалов, это с другой стороны. Ну а с третьей, конечно, Украина должна была бы следить за политическим положением в Крыму, с одной стороны, за тем, как Москва влияет на Крым. Она должна была бы перекрыть денежные вливания И Москвы в Крым. визиты Лужкова, этого Затулина, да, ну всех этих шовинистов. Да, эти визиты. Вот, перекрыть влияние российских партий, в том числе финансовые потоки перекрыть. Вот. Хотя это, конечно, было сложно, но, тем не менее, если бы эта работа велась, так этого можно было бы достигнуть. Вот. И я думаю, что такую работу нужно было бы проводить. При этом те упреки, которые сейчас Крым предъявляет Украине, мол, вы недостаточно делали для Крыма и так дальше, они совершенно не обоснованы, поскольку Украина делала для Крыма очень много. И любой финанс... Крым же никогда сам не обеспечивал Она делала себя очень ничем. много, но не делала Ничем. главного. Там действительно Украина действительно субсидировала Крым. Но проблема в том, что Крым был отдан на откуп России, российским элитам фактически. Да. Во-первых, они, значит, каждый раз представляли это как то, что это они сделали, значит, с одной стороны. А с другой стороны, они сейчас упрекают, вот вы то не сделали, это не построили, вот убытки, там они убытки даже считают, там и так дальше. Вот. Так возникает вопрос, а что же вы сами там делали? Что Украина должна бы, что президент, премьер-министр, там, председатель Верховного Совета должны были покинуть свой Киев и ехать в Крым, там дороги строить или еще что-нибудь там такое. Ну, я вот сколько помню... Но это должна была быть инициатива самой Крыма. Я помню, потому что еще Крым, он же назвался автономией.
в 91 году, так и надо было соответствовать автономии. Раз ты автономия, значит, ты уже не надейся на помощь дяди, хотя бы даже из Но вы со же своей понимаете, стороны. что все это было враньем, Но делай, на самом деле. но делай сам. Да. Дело в том, что на самом деле Крым не был, скажем, автономией в Украине, поскольку они называли это территориальной автономией. А мы же понимаем, что территориальных автономий не бывает. Для автономии нужен субъект. То есть какой-то Ну да, народ, какой. да. И вот для этого субъекта, ради этого субъекта делается эта автономия. А тут непонятно. При Фактически том- русская автономия в составе Да, Украины. притом, значит, не обязательно, чтобы этот субъект был, там, скажем, доминирующим и так дальше. Вот. И если говорить уже о крымско-татарской национальной автономии, так некоторые аналитики говорят, ну вот же, крымские татары составляли всего там 14% населения. Разве для них нужно было делать автономию? Так здесь заложена философская и логическая ошибка в том, что автономия и делается именно для меньшинства. Мгм. Если бы это меньшинство было большинством, так То и оно не бы нужно провели было. нормальные Выборы, выборы, всё. избрали бы свой парламент, где было бы хотя бы 52 их депутата или И 51 уже депутата. гарантии прав И они народа бы принимали политические свои были. законы в своих интересах и так дальше. То есть для большинства никакие автономии не нужны. Автономии нужны и делаются они, как правило, именно для меньшинств, которые не могут сами решить эти вопросы, но которым необходима защита социальная, защита национальная, защита их языка, защита их культуры, там, значит, возрождение образования, вот, защита их религии, значит, и так дальше. Вот. А вместо этого в Крыму была создана не автономия, а российский анклав Крыма, российский анклав на территории Украины, который, ну, Град же четко говорил, что в таком состоянии Крым – это якорь, который держит Украину на плаву к кораблю России. Присоединился, значит, при помощи этого якоря, и он выполнял только эту функцию, и больше им ничего не нужно было. Поэтому всякие упреки – это неуместно. Ну, знаете, в прошлом-то все умные. Но, Анализировать. Да, да. Но дело в Конечно. том, что совершенно очевидно для меня, например, вот когда крымские татары вот начали возвращаться, это конец 80-х, начало 90-х, как раз украинское государство независимое создалось, да, и можно было четко проследить, я всегда это упоминаю, сколько крымских татар в Крыму примерно. Это процент голосования за РУХ, там, за Да, Черновола и да, так да, далее. Но вместо того, чтобы поддержать, и действительно, вот вы настолько ясно сказали, я просто этот вот кусок надо, то, что вы сказали про автономию для меньшинств, именно надо вырезать и в интернете запускать, потому что многие либо делают вид, что идиоты, либо правда идиоты, не Ну, понимают это же этого. азы. Это... Да, и то, что большинство физическое, да, там физическое большинство из-за геноцида русскоязычного, вот это российское. И что теперь из-за этого нам быть никем, что ли, вообще в будущем? Шанс есть остаться этому европейскому народу крымскому или нет? Вот. И что хотел вам сказать, а у вас лично не было предчувствия еще до, там, ну, скажем, может быть, после войны с Грузией, российской и так далее, что Россия может покуситься на Крым и физически его забрать? Нет, ну, откровенного и четкого такого сознания не было, потому что преобладало, ну, как бы европейское сознание. Ну, вроде как договоры же 21 подписаны, да, 21 там век, все, да. договоры. Мгм. Вот, и тем не менее мы еще жили как бы в идейном наследии Ельцина. Ельцин хоть все-таки чуть-чуть был империалистом, но не настолько, чтобы захватывать Да, Крым. мы жили в иллюзиях такой России. Он да. не сделал этот шаг. Да, мы жили в иллюзиях цивилизованной России. Мы Россию прозевали, на Да, самом деле. Да. Мы или их Не заметили. избиратели, Да. или сам Ельцин. Самым большим ошибкой Ельцина было назначение Путина, конечно. Тут Да? это не знаю. Но я тут припоминаю одну вещь историческую. В Коце я жил в Крыму, работал в Судаке и жил, там есть рядом село Солнечная долина. И я припоминаю, когда Грач возглавлял комиссию, которая ездила от имени Украины в Узбекистан и исследовала, значит, сколько практически крымских татар может переселиться опять на свою родину, возвратиться из депортации и так дальше. Вот. И когда он после этого приехал в Крым, возвратился, и он рассказывал, значит, те планы, которые тогда вынашивала КПСС. То есть они планировали, что вы вот успокойтесь, вы ничего не делаете, значит, а мы примем план
репатриации или план возвращения крымско-татарского народа из депортации. Значит, для этого нужно время. Мы сначала построим там жилье для крымских татар, потом создадим рабочие места, потом построим больницы, потом построим национальные школы. И по мере этого все будем переселять. Постепенно, типа, Да, и переселять. Мустафа Джемилев сказал тогда, насколько я понимаю, так вы нас выселили за одну ночь, а возвращать хотите 20 лет? Десятилетие, да. Да. Вас так не пойдет. Значит, и когда крымско-татарский народ стал возвращаться, значит, я помню, как тогда обком КПСС через агитаторов, через прессу там, и так дальше проводил такую линию и агитировал местных жителей, что это что-то страшное, что крымские татары возвратятся, они народ резать будут, значит, они такие мстительные, они такие кровожадные, значит, они будут мстить, значит, за все это, что с ними произошло, значит, и обком тогда в каждом населенном пункте организовал мужиков, которые по ночам дежурили на всех выходах из села, значит, и у них была специальная связь для того, чтобы сообщать, если вот татары ночью будут заходить в село с намерением кого-то резать, значит, чтобы этому противодействовать, поднимать мужиков с топорами, значит, и так дальше. То есть проводилась такая наглая, бесчеловечная агитационная работа, вот, что даже когда татары начали возвращаться, крымские, и люди видели, что это нормальные люди, так это сознание тоже воспринималось с трудом. Потому что в сознании уже было Стереотипы такие вбито, сидят. да, уже было вбито десятилетиями этой агитации, было вбито такое враждебное отношение между людьми. Вот. И хотя КПСС, значит, дружбу народов все время пропагандировала Самая в большая ложь теории, а в на мире деле, была, да. да, а на деле она была инициатором самой грязной Система апартеида. Да. межрасовой розни и межнациональной розни. Мне И очень, межрелигиозной мне очень розни. нравится, Всё как было. четко вы формулируете все эти смыслы, что видно, что вы такой опытный газетный журналист. Да Сейчас нет, так уже да. никто и не скажет. Смотрите, я просто расскажу вам эпизод из своей жизни. Он как смешной, так и не смешной. Как раз иллюстрация тому, что вы сказали. Мне 16 лет, моей сестре 10 лет. Только что бабушка с дедушкой переехали после резни в Ферганской долине, ну, практически бежали. Отец их там перевез с дядькой, там они нашли дом, отец нашел. Он 8 раз не мог устроиться на работу, потому что он, зовут его Изет, звали его, нет уже с нами. Вот. Ну, это долгая история, но однажды у него сломалась машина. Вот это «Жигули» копейка там, бэушная. И мы куда-то ехали с папой, и отец остался с машиной чинить там. А уже поздно достаточно было, там под вечер. И он говорит, вот он поймал какой-то запорожец, там мужичка такой, я помню, с ручным управлением, с ушами Да, вот этими. инвалидка. Да, инвалидка, да. И он с такой кепочки Олимпиада 80, застиранные какой-то, очки какие-то на резинке там. Ну, бедные года еще были, это совсем уже распад СССР, там все. Почти уже был. И он нас везет из Симферополя в село Плодовое, где они жили, Озек бывшее. И он едет мимо станции, вот этой южной автостанции из направления Бахчисарая, которая. И подсаживается женщина. А мы с сестрой сидим сзади, в этом запорожце, который с двумя дверями. Вот. А она села впереди. И там то ли приятное свидание, то ли какое-то вот рядом это село следующее. А он говорит, подкиньте туда. Ну, он по пути он взял. Он нас даже не спрашивал, что там дети сидят. Вот. И зашел у них разговор с этой женщиной. А женщина говорит, остановитесь здесь, вот не надо поворачивать никуда, я тут пешочком 300 метров дойду до дома. Как? Темно, татары, они же вас зарежут. А я никогда за слово в карман не лез. Я всегда гордился, что я крымский татарин, и презирал вот этих людей. И тут у них, значит, сидят друг друга, убеждают, какие страшные татары, а тут такой пацан ушастый, значит, дрищ такой худой, между ними просовывается, говорит, а вы знаете, если вы хотите, мы вас прямо сейчас можем зарезать. Мы крымские татары. И вот смех и грех, тетка выскакивает из этой машины, он нас довозит в абсолютной тишине, берет деньги и уматывает просто. Я просто понял, насколько сколько людей зазомбировали, это настоящий был полноценный расизм, с которым Советский Союз якобы боролся там в ЮАРе где-то. Надо сказать, что такой расизм существовал и среди политиков, и среди такой полуофициальной политики в Крыму. И Крым в свое время упустил очень важный шанс для того, чтобы его развитие было более цивилизованным и более эффективным. Вот
в 20-х, в начале, с 18 по 19 год был такой эпизод, когда Украинская Народная Республика уже институциализировалась, и шел вопрос о том, какой будет статус у Крыму. И речь шла о том, что Крым должен быть присоединен к Украине, и в состав органов власти Украины войдут все депутаты того Курултая, который был избран в 1917 году. Вот. И вот как ни странно, но история повторяется. И в этом отношении вот Крыма и Украины она повторилась ровно через не 100, уже 100 исполнилось сейчас, а через 90 лет. Когда в 91 году состоялся второй Курултай и был избран Меджлис, а Верховного Совета еще не было Крыма, а только существовал областной совет. И когда речь шла о том, чтобы перевести областной совет из статуса областного в Верховный Совет, и потом на его основе провести выборы и создать полноценный Верховный Совет, значит, Крымской автономной Советской Социалистической Республики, за которую голосовали все крымчане. Ведь никто не голосовал из крымчан за возвращение какой-то республики Крым, которая непонятно откуда появилась. Решение референдума состояло в том, чтобы возвратить Крымскую именно автономную Советскую возвратить, Социалистическую которая Республику. была фактически крымско-татарской еще в составе. То есть нужно было возвратить основные положения Конституции, той, которая была до войны, возвратить структуру того Верховного Совета, который был в Крыма СССР, вот, возвратить те органы власти, значит, и так дальше. То есть крымчане голосовали, такое, крымчане голосовали за то, чтобы все это, значит, было за возрождение, там было за восстановление, по-моему, Крымской автономной и так дальше. Так вот, тогда было такое предложение, что в Крыму нужно образовать два избирательных округа. Первый избирательный округ, это будут те крымские татары, весь крымско-татарский народ, который возвратился в Крым, и который уже избрал свой Курултай и избрал свой Меджлис. И второй избирательный округ, это будут все остальные крымчане, которые изберут основной состав Верховного Совета будущего. То есть, если бы предполагалось, что Верховный Совет будет состоять из 100 депутатов, то 33 депутата были бы из состава Меджлиса. То есть речь шла о том, что новоизбранный Меджлис должен в полном составе из 33 человек войти в состав Верховного Совета Крыма, а остальные депутаты должны быть избраны по остальным, по регионам. По территориальным округам. Да. И таким образом это бы делало бы власть в Крыму единой. Это бы не разделило, это бы не создавало двоевластия фактически, что для крымских татар, как они обвиняют, существует их власть Меджлиса и Курултая, а для всех остальных Верховный Совет. А это бы сделало бы власть единой. Это бы сделало Крым единым. Вот. Когда обсуждался этот вопрос, выдвигалась даже идея, что ну хорошо, ну не 33, ну как вы и говорите, 14, поскольку 14% населения крымских татар составляют, то 14 депутатов. Хотя бы гарантированно. 14 депутатов. Они приняли решение о создании квот. И квота и состояла из 14 депутатов от крымских татар, которых, кстати, ввели из состава новоизбранного Меджлиса. И еще 4 депутата, один от армян, один от болгар, один от немцев и один... Кто там еще остается? И древние греки. И один от греческой общины, то есть тех, которые были депортированы, которые проходили по основному. Вот. И тогда говорили, что вот этой фракции нужно дать хотя бы право вето на какие-то вопросы. На антитатарские вопросы, которые могли бы быть теоретически, и они были. Против крымско-татарского языка, допустим, там, и так дальше. Да. Против выделения денег на развитие образования. Но это права гарантированные права меньшинства, о чем вы говорите. Но и на это Багров тогдашний, который руководил этим процессом, Николай Багров, и на это он даже не пошел. То есть даже в политике проявилась вот эта вот... И они такие русские шовинисты были. Да, которая и разделила вообще-то Крым, которая создала в нем много конфликтных ситуаций с тем же самовозвращением земли. Искусственных абсолютно. Искусственно, абсолютно. Вот. Потому что если уж восстанавливать, так уже восстановили бы хотя бы то, что было. Но и референдум 91 года, и
те все решения, которые были приняты тогда по этому самому, они служили только прикрытием того, что на голом месте создавался полновластный анклав русских на территории Украины. При том, что рядом существовала Россия, которая могла бы гарантировать все их права и все их потребности. При этом ситуация на момент начала временной оккупации такая, что Россия держит там огромный воинский контингент легально абсолютно. Вот. Им даже этого бы хватило, но они еще навезли войск, да. Вот. А все элиты, судя по количеству предателей в структурах государственных, где почти не было крымских татар, это вот такая даже охотничье ружье зарегистрировать было проблемой. И вышло так, что они просто почти полным составом все перешли. То есть фактически это была российская власть, и это стало понятно в считанные дни. Да, конечно, потому что я помню тоже, я был по селам в командировках, и там в одном селе я встретился с таким случаем, когда мы беседовали в кабинете директора, и зашел молодой парень, крымский татарин, значит, и так дальше. И видно, что такой мастеровитый, деловой человек, значит, и так дальше. И он просился на работу в совхоз. В совхозе рабочие руки нужны были в край. Но директор начал с ним беседовать. Ты крымский татарин. Ну, то есть он расспросил профессию, все отлично. Вот. Он говорит, ты крымский татарин? Да. Ну, нам запрещают, говорю. С моим отцом Микола было 8 раз таких. Он очень щепетильный был, он все записывал, дневник вел. Когда он приехал туда, ну, еще, правда, Советский Союз был, но власть особо там не изменилась. И потом 8 раз, а он светлый. То есть стереотипный крымский татарин для них какой-то другой. Да, ну или как бы они вообще не разделяют. Хотя там у нас 2 расы, там 3 субэтноса в одном народе. Но им все равно, главное, что вот черный, они понимают. У русских так черный, вот, либо ахол там, либо они разделяют людей всех по сортам, да, хачик там, кто-нибудь еще. Вот. Черный, значит. А он не черный, он таких старых много на самом деле, но им-то не вдомек был. А он вообще блондин совсем. И он у него спрашивает, а вы кто? Я главный механик. А чего вы главный механик? Всесоюзного научно-исследовательского института резино-технического машиностроения. Они такие, всесоюзный НИИ, вы главный механик? Да. А вы что, в технике, в колхозе, советский район, там степь да степь кругом, да? И в степи село там какое-нибудь Краснофлотское, как они называли. Вот. Они говорят, да мы вас берем с руками и ногами. Ну, видно, грамотный человек, образованный, все. Пока до имени не доходило, и так 8 раз. Ну, вспомнить можно Апазова, заместителя Королева, да. которых вообще не предполагали, что среди крымских татар могут быть люди с такой высокой квалификацией, значит, и так дальше. Тем более, вот именно из-за таких случаев, мы же понимаем, что из-за таких случаев образовалось, значит, большие поселения крымских татар в Херсонской области, конечно. вплоть до Мелитополя. И там тоже были проблемы, которых но выбрасывали там чуть из попроще Крыма, было. которые Да. хотели устроиться в Крыму, но их выбрасывали, и по этому поводу Муса Мамут сжег сам себя в знак протеста против такой политики. И другая диаспора, если можно так сказать, крымских татар создалась на той стороне Керченского пролива. Да, Это те люди, крымские татары, которые приезжали и их заставили или насильно вывезли, перебросили через Керченский пролив, и они создали большие поселения что вы это помните, в Краснодарском крае. А там до сих пор живет 30 тысяч крымских татар примерно. А вот этот случай, который был еще до войны, банда цапков, когда вывезла семью, расстреляли всю семью. Так это же семья, у них была фамилия однофамильца Аметова Решата, который был первый убит герой Украины. Семья Аметова была, это их убили, эти цапки. И что касается генического, там они, ну вот это Новоалексеевка и так далее, как вы сказали верно, Мелитополь, где достаточно много. Да, Мелитополь. Это так, что делали бы его? Я хочу вспомнить этого человека, который больше всех хотел вернуться в Крым. Он был самый такой боевой и патриотичный из бабушкиных братьев Реза Муждабаев. И он поехал в Крым в 70-е годы. Ему переломали все ребра, и избитого выкинули в поезд и отправили за перешейк. И кто-то мог, значит, там где-то зацепиться. Там все-таки прописывали попроще, чем в Крыму. Потому что в Крыму вообще просто до самосожжения. Вот, но он так и не вернулся, он умер в Бишкеке, к сожалению, в нищете, в общем-то. Ну, короче, так вот. История страшная, на самом деле. Трагедии, да, действительно. Наших вот послушать, если просто сесть в Новоалексеевке и собрать, там, не знаю, 10 уже пожилых женщин, крымских татар, и просто их послушать. Как это было? Там ведра слез можно пролить, просто сидя и слушая. А они говорят об этом как об обыденном, как унижали, как выгоняли. Вот.
Ну, это, короче, такая Мы история. когда-то в Крыму еще, ну, в 90-х годах, вот с Лилией Буджуровой и с другими говорили о том, что вот нужно собрать группу крымско-татарских, да и других журналистов, и просто записывать Да, свидетельства да, да. старых крымских татар, пожилых крымских татар, которые возвратились из депортации, чтобы вот это все, вот как украинцы записывали историю Голодомора, вот чтобы они все так рассказали, чтобы записать это, где на магнитофон, а где ручкой на бумаге, но чтобы эти свидетельства о том, какая трагедия это была, и какая это было зло, какая несправедливость, чтобы она сохранилась для истории. Причем, знаете, Значит, но эта идея, она частично ну, это решена. частично реализовывалось. Да. На АТР же много снимает Да, таких программ и частично она сейчас. и реализована, всё, да. конечно, но ну, Но мы будем и мы дальше же хотим делать. всеобъемлющий Да, но мы результат. будем и дальше мы делаем, делали и будем это делать, Да. потому что тут еще есть один нюанс, который в голове не укладывается. Вот, Это ж например, акция Хатыра, да? да, да, да. Я Вот думаю, нацисты, они свои преступления так или иначе фиксировали. Там есть фотографии из концлагерей, страшные, жуткие фото, да, там и так далее. Нет ни одной фотографии депортации. Не существует ни одной фотографии, даже вот такой. То есть запрещалось все. Этого народа не должно было быть. Он должен был... Я пришел получать паспорт, говорит, какой вы национальности? Я говорю, крымский татарин. Она смотрит, говорит, нет такого народа. Я дошел в энциклопедию народов мира, академическую, 79-й год, Москва. Говорю, вот, крымский татар написано. Она говорит, это у вас в энциклопедии для ученых. Говорит, но у нас в списке такого нет. да. Всё. Ну, форменный геноцид. Это депортация 1944 года, это был последний акт геноцида 250 России, лет. да, России над крымско-татарским народом, начиная еще до 1783 года, когда эти фельдмаршалы Ласси и Миних Жгли. жгли, Башкирстан жгли, и Карасу-Базар, да, и другие Откуда города, вы все и это знаете, Салтыков. Микола? Вы же украинец. Вы, по идее, вы знаете про крымских татар много больше, чем многие люди. Как вы этим заинтересовались? Почему вы поддерживали всегда крымских татар? Почему у вас не было этой фобии, которой там болел весь Крым почти? Я заинтересовался этим, потому что ну, такая журналистская привычка у меня была о том, что если ты о чем-то пишешь, так нужно это дело знать и нужно это изучать. Вот. И пока я порылся, пока почитал историю и так дальше. Но я скажу, что в конце 80-х в Крыму даже вот журналисты, как я был, практически ничего не знали о крымских татарах, о депортации. Это скрывалось полностью, Всё, вытравливалось. Да, все вытравливалось, и вражеская, скажем так, коммунистическая пропаганда работала против этого. Вот, но постепенно ж просачивались книги, значит, и Голоса. так дальше. Голоса мы слушали, Голоса. Америки и Голоса, BBC. Там да. говорили про крымских татар, про Джемиля. Я помню, кстати, самое мое большое воспоминание, когда в 68 году, в августе 68 года я включил этот приемник, я по утрам его слушал, и там сказали о захвате войсками Варшавского договора Чехословакии, значит, и Праги. И буквально, кстати, через 2 месяца я тоже был призван в армию, значит, и мы попали в служение в ГДР, в танковую часть, которая перед этим ушла на Чехословакию, а нас из команда 50, это была Украина и Россия, танкистов, то есть солдат небольшого роста, которые вмещались там. Серьезно, что ли? Да, набрали, значит, вместо и укомплектовали ту часть, которая из Дрездена ушла на этот самый. Вот. Но это так, это другая история, значит. Но и также по радио я слышал про Мустафу Джемилева и так дальше, но тогда это не так усваивалось. Это благодаря А когда академику крымские Сахарову, татары много появились, да, Григоренко, да. а когда крымские татары и Айше Саидмуратовой, Да. а когда крымские татары появились рядом, вот, и когда уже начинаешь все это читать, когда я уже перечитал новую историю, когда я познакомился со многими крымскими татарами, вот, в частности, с участниками национального крымско-татарского движения, с участниками ОКНД. Вот. И я был тогда редактором газеты «Ленинец», и к нам приходили крымские татары, и мы печатали их статьи, их материалы, значит, в которых они говорили о том, что нужно восстановить вот Крым, что нужно восстановить какие-то наши права, значит, и так дальше. В этой газете мы, кстати, публиковали материал, очень большой репортаж
о сносе самостроя в Молодежном. Вот тогда это была такая сенсация, когда крымско-татары значит, заняли одно поле, которое принадлежало сельскохозяйственному институту Крымскому, Симферопольскому, возле села Молодежное. А власть пыталась их вот туда изгнать. Это еще не было Крымского Красного Рая, это с самого начала. Значит, и вот они заезжали на это поле, ставили два кировца, это вот большой, огромный такой трактор сильный, ставили два кировца, связывали их тросом, и вот Они ехали, и трос сносил. Ехали, и трос сносил, значит, срезал. эти времянки. Да, эти времянки и так дальше. Это было бесполезно, поскольку они как только уехали, крымско-татары пришли, и эти времянки назад сложили из тех же самых кирпичей, значит, и так дальше. Это было унижение такое. Да, но это было, ну, как бы пробуждение даже сознания тех крымчан, которые за этим наблюдали, потому что у них возникала мысль, а разве так можно? С людьми Вот жили, люди да. возвратились на свою родину, значит, и так дальше. И таких случаев было очень много, случаев такой несправедливости и так дальше. Вот хотя бы взять вопрос о праве крымских татар на землю. Ведь в 1944 году многие крымские татары, которые жили в селах, они были высланы, а они на тот момент были членами тех колхозов, которые здесь были. То есть они имели право На пай. земли, они были, по сути, собственниками, владельцами этой земли, пусть она там представлена вечно и так дальше. Но когда стали паевать вот землю при Кучме уже, крымских татар из этих списков стали выбрасывать. Это же тоже, значит, несправедливо. Это второе ограбление. Первый раз отобрали Да, все, и совершенно второе. верно. Да, и были очень много таких случаев было. Я на то время, какое-то время работал корреспондентом, собственным корреспондентом газеты «Зеркало недели», и я тогда писал об этом случае, такую статью, и она приобрела очень большой резонанс. Ко мне обратились люди, крымские татары, значит, и говорят, вот смотрите, мы приехали в Крым. Когда нас в 1944 году выселяли отсюда, у нас была бабушка. Она была бухгалтером по профессии. И вы знаете, вот у бухгалтера есть такая кровная привычка все бумажки складывать друг другу, значит. И в нее было все сложено. И вот когда приехали, она не взяла с собой там ни муки, ни мешка, Но ничего. документы взяла. Но она схватила все бумаги, которые были у них в доме. И вот они спустя уже столько лет они возвращаются, и они говорят, а теперь мы вот приходим в горсовет Симферополя и говорим, и вот смотрите, вот решение Симферопольского горисполкома от там 36-го года. 36 года, допустим, в выделении нам земельного участка по такому-то адресу для строительства жилого дома. Вот наш проект, утвержденный горсоветом Симферополя этого дома. Вот квитанции о том, что мы покупали материалы, строительные материалы для строительства этого дома. Вот акт Симферопольского горисполкома о введении этого дома в эксплуатацию. Вот домовая книга по этому дому, где мы прописаны на 18 мая 1944 года в таком-то составе, в том числе те уже старшие умерли, а те, которые маленькими были там, вот они тоже записаны в эту книгу. И вот они вернулись. И так дальше. И мы приехали, наш дом стоит. Да. Отдайте нам наш дом. Да. Дело же еще было в том, что в акте о выселении крымских татар там в правовом отношении не было ничего сделано. И власть Советского Союза не принимала решения о лишении собственности тех, которые выселяют. То есть никакой конфискации не было. Акта То есть этот дом конфискации остался нет. их Он домом, остался, да? и так, и это самое. Да. И они пришли, говорят, вот все документы на наш дом. Вот дайте нам наш дом. Почему там живет, а там жила герой социалистического труда, птичница совхоза «Южный». Значит, и она говорит, на каком основании она там живет? Вот этот дом наш, верните наш дом. Они обращались в суд, когда ему и суд принял решение отказать в связи с неурегулированностью этого вопроса в законодательстве. Вот. То есть мне сложно судить правильно с точки зрения законодательства там, нынешнего или тогдашнего это решалось. Но по совести, да, это не единый случай. Таких случаев было очень много. Люди приходили, находили свои дома, значит, и даже вот в том Так селе, у нас который дом в Карасу-Базаре я стоит же до сих пор. Да. Там 4 семьи живут. и они ходят по селу, говорят, это татарская сатля. Но там люди живут.
А те люди, которые приехали, им негде поселиться. Вот. И вот то злодеяние, которое было осуществлено тогда, оно, видите, вот с каких во множестве поколений оно отозвалось страданиями и Но чувством несправедливости. непокаранное зло, оно всегда Оно возвращается. все возвращается и умножается. Это точно, это факт. Что дальше будет с Крымом? Как вы видите пути возвращения Крыма в Украину и как вы видите жизнь Крыма после возвращения? Но то, что случится, мы не сомневаемся, потому что это брутальное нарушение мирового права, там и не о чем говорить. Если посмотреть в истории, то ни одна незаконно аннексированная территория не осталась. Да, Не я про осталась это за говорю. агрессором. Вот они все тем или иным способом возвратились. Также я глубоко верю, что точно так же будет и с Крымом. Я верю в то, что власть путинизма понесет за это злодеяние в том или ином виде, но жестокое наказание. Может быть, многих уже не останется в жизни, но от этого они никуда не уйдут. И вот сейчас фактически создается международная крымская платформа. Вот я, например, оцениваю это очень высоко, Я и тоже. она должна сыграть очень большую роль Ее надо в наполнить смыслом и деоккупации качеством. Крыма. Да. Да, потому что она в первую очередь показывает, что весь мир, а в крымской платформе, я думаю, к августу месяцу там объединятся большинство стран мира, но если не большинство, то большинство влиятельных стран мира, они объединятся в крымскую платформу. И вот этот факт показывает, что весь мир против России, а Россия против всего мира. И так не может быть, чтобы нарушение международного права уже в 21 веке не было наказано. Вот. Весь вопрос, конечно, остается в механике возвращения. Вот как это практически может быть сделано. И я думаю, что в первую очередь в России должен произойти демонтаж путинизма как власти, как способа, как формы власти. Вот. И далее, конечно, без войны, но демократическим путем, я не исключаю военно-политического давления, да, но без ракет и без бомб. Вот. Россия должна быть принуждена всем остальным миром и международными организациями к тому, чтобы освободить Крым. И, может быть, тогда и начнется демократизация, и начнется процесс движения России к цивилизации, к реальной, к настоящей цивилизации. Микола, а вам не кажется, что проблема не только в Путине, что все-таки его люди привели к власти? Они наделили его сверхъестественными качествами. Он был обычный серый чиновник, да? Но однажды, это мне рассказывали люди, знающие, я тоже люблю это повторять, но вам будет интересно. Может быть, вы не слышали. Они шли вместе со Шредером. Вот, это какой-то 2000 какой-то год. Первый, второй, третий. И он приехал, Шредер, и этот Путин ему говорит, а к нему тянутся руки вот, людей. Он говорит, видишь, Герхард, они хотят царя. То есть это не только поражение режима, а поражение самой мысли, что вы особенные, что кругом у вас хачи, там, я не знаю, черные, там, бусурмане, там, всякие и так далее, как они всех обзывают, что вы не имеете права думать о других людях сверху и решать за них. Это идея вот эта сама по себе. Это должна произойти такая реинкарнация российского сознания, как общности этих людей, с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что есть как бы две точки зрения. По одной точке зрения, когда Ельцин дал добро на то, чтобы именно Путин был его преемником, так он не осознавал того, что он его тестировал, представлял как демократ, помните? Да, так он входил в ЕС и в НАТО, Путин, просто никто не помнит тоже. Я это помню. Потому что мы старые газетчики. Значит, и так дальше. А с другой стороны, если смотреть на современного Путина, так кажется, что и тогда у него уже была мысль о царе, об императоре фактически и так дальше. Пусть бы он просто скрывал это умело. Да, до времени, до своего времени. Но я думаю, что... то есть не я думаю, а это реально так есть. В России, в современной России, против Путина настроены есть очень много людей. Не считая его верхушки, но есть очень много людей, которые осознают,
что война с Украиной, которую он развязал, что аннексия Крыма, которая полностью на ее совести, что война с Грузией и даже война по всему миру, вот, это настолько плохая вещь, вот, что не нужно было ее допускать, и они ставят эту в вину. Просто за Путиным сегодня сила, за ним Росгвардия, за ним бывшая И запуганный КГБ. народ. Да, и народ, который сильно непросвещенный, так скажем, которым, в принципе, там достаточно прожить где-то в селе, далеко от Микола, я политики, вам и которые это самое. приведу пример. Но в первую очередь, значит, нужно демонтировать. Но это как обязательно. Это недостаточно, но это необходимо, да, как в математике. но Да. это да, не полностью достаточная мера, но необходимая как первый шаг. Вот. И потом нужно поддержать в России те цивилизованные демократические силы, которые там есть Они есть? обязательно. Я думаю, что есть. Они в туне, они загнаны, они не рекламируют себя, не Ну показывают вот себя Навальный. до поры до времени. Ну вот Навальный. Ну он же такой же император, как и этот. Он же про Крым то же самое говорит, про Украину то же самое говорит. Ну, можно привести другие примеры, как, например, ну, кто? Грозный Гозман, да? Это же люди, которые демократы, это же люди, которые не Ну, один вот человек. такой прошарок. Это вот же такой, люди. такой. А вы знаете, что? Нет, А вы- какой прошарок были большевики в 17 О, году? ну большевики... А раздавили же все. Да, но проблема... Это другой метод и так дальше. Но как Лев Гумилев говорил, что в каждой нации должна быть небольшой слой, который будет нести прогрессивную идеологию и так дальше. И если он будет поддержан, значит, эта идеология будет побеждать. То есть небольшая часть пассионариев среди российского народа, русского народа, я думаю, существует. И нужно их поддержать всем мировым И сообществом. не только для того, русского чтобы... народа, но и бурятского того, народа, но и Да. татарского народа, но и Да. калмыцкого народа. И это Да. в первую очередь якутов надо поддерживать, потому что эта империя их тоже сожрала. И Так не тоже она их сожрала вообще без... вот их без надо этого в первую самого. очередь Что поддерживать. была бы Россия без якутских алмазов? Ничего. А без, А без нефти? хантейской Да, нефти там. Да, а например, без да. нефти что было бы? А без газа? А без сибирского леса? Ничего. Они жили бы тихо, на болотах комаров гоняли. И Россия просто имеет такую привычку, что ли, и способность выкачивать все соки из тех народов, которых они присоединили к себе. Вот мне кажется, что И тех очень же самых важно, ученых они собрали Все, собственно. да, все Если ученые отовсюду, немец- но великий русский немец, ученый, да. Немец, Королев, там, Да, да. ну, все, но тем не менее великий русский ученый. Совершенно верно. Знаете, вы очень большой гуманист. Пример с большевиками, мне кажется, не очень релевантный, потому что они отменили мораль для себя. Они их действительно было немного, но они ради политической целесообразности, Ленин же говорил, хоть с чертом, деньги бери хоть у черта, убивай, режь, убивай. То есть они брутально переломали просто Все ради всё. победы революции. Но я же тогда говорился, что это совсем другие методы. Да. Такими методами в 21 столетии нельзя действовать. Здесь должна побеждать мысль, должна побеждать какие-то экспертные выводы, должна побеждать разум. цивилизованная точка Вы зрения. знаете, вот я Да. про соцопрос хотел сказать. Просто не следите, а я еще когда там жил, ужасался с каждым годом. Результаты становились все хуже. Когда русские раз в год их выбирали главных личностей в истории России. Когда Сталина избрали. И да, и там всегда были примерно одни и те же люди. Это был Иван Грозный, основатель Да. вот этого беспредела, да. Это дальше был Петр I. Мгм. Потом была или не была Екатерина II, которая реально основательница вот этой иной империи, захватнической. Крым захватила она тоже. Да. Путин по ее стопам идет во многом. Но это как бы еще не так уж обязательно. А дальше шел Ленин, а дальше шел Сталин. Дальше все слабаки, они всех слабаков типа Ельцина считали слабаками, а дальше уже Путин. То есть вот это, чем больше жертв, чем более брутальная диктатура, тем больше нравилось людям. А, еще Александр Невский, я прошу прощения, который сжег Псков и Новгород со всеми их демократиями. Вот у них такая линия кумиров. А все, кто пытался делать из России демократию, они слабаки и ничтожество. Вот эта мысль должна исчезнуть из головы, что насилие, культ силы. Да, я всё. тоже помню этот вопрос тогда, Жуть. и меня тоже эта вещь удивляла. Вот, но действительно должна победить
мысль, что хотя бы уже в 21 веке нельзя двигаться при помощи силы, при помощи, значит, отрицания прав других людей, значит, и так дальше. Мир должен становиться все более цивилизованным. Это, конечно, очень медленный процесс, и демократия сама по себе, с точки зрения силы, она всегда слабее, чем диктатура. Вот в этом парадокс заключается, который выражен также и в тех словах, что нет хуже системы управления, чем демократия, но другого... Уинстон Черчилль. Да. Да. И но другого способа у нас этим нет. пользуется действительно Путин, который брутально нахален и абсолютно И беспределен. откровенно пользуется. И Вот. даже говорят же, что на международном уровне Россия паразитирует на международном праве, паразитирует на стремлении человечества к свободе и так дальше. Они, вот как и сейчас получилось, они разрушили весь мировой порядок Да? тем, что аннексировали Крым, там наплевали на все международное право, а потом выступают, что вот мир становится на грани пропасти, значит, и так дальше. И может быть нарушено все международное право. Я хочу сказать, и так дальше. Но сами же дорогим россиянам, первые. да, не ройте другим могилу, это опасно всегда. Всегда у этой могилы есть край. Спасибо, что пришли. Невероятно рад, просто душевно всегда считал близким человеком пана Миколу Семену, и так оно и выявилось, что он просто настоящий большой человек, и при этом очень добрый, гуманистичный, несмотря на то, что и жизнь и Миколы, и моя тоже переломана. Но это мы так добрые, все равно мы никого не прощаем, ну, вот, и все равно законность будет восстановлена, в том числе с помощью канала АТР, которому вы помогаете, в том числе через Patreon. Подписывайтесь, пусть даже небольшой ваш взнос ежемесячный, он помогает нам вещать, говорить правду, и беседовать с такими прекрасными людьми, как мой сегодняшний гость. Смотрите АТР, это полезно для ума и сердца. Вот так. Спасибо. Время пролетело очень быстро.